1991 году для охраны председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба были командированы два офицера, Жулев Владимир и Бгамба Виталий, для его охраны и для его безопасности. Первая она называлась служба безопасности. Первым ее начальником был Бгамба Виталий Георгиевич этой службы. У сотрудников комитета опыт по охране первых лиц был. Нас всегда задействовали по охране, когда приезжали сюда на госдачу в Пицунду первые лица государства, такие как Брежнев, Косыгин, потом Горбачев. Нас, сотрудников КГБ Абхазии, всегда задействовали в этих мероприятиях по их охране. Мы контактировали с сотрудниками 9-го отдела, 9-й службы КГБ СССР, и 9-й отдел был у нас в Абхазии. Так что у нас опыт был. И этот опыт потом мы уже перенесли и когда охраняли Владислава Григорьевича Арзенба. И вот 4 марта 1991 года было создано отделение охраны при 9-м отделе КГБ Абхазской ССР. Пройдя определенное время, я уже начал водителя подыскивать, тоже нашел ветерана афганской войны Гвирая Беслана. Прошел определенную проверку, и Гвирая тоже был зачислен в это отделение группы охраны. Все время накалялась обстановка, и с руководства КГБ и начальника отдела начали требовать с меня, чтобы я каждый день докладывал им о передвижении Владислава Григорьевича. Учитывая, что вряд ли за Владиславом Григорьевичем они так беспокоились за его безопасность, и он с меня требовал: будете выезжать в Москву, докладывайте мне. Ну, я когда отказывался, они так недовольно Владиславу Григорьевичу говорили, что я не выполняю указания их. А он говорит: что за указания, говорит, ты не выполняешь? Я говорю: они требуют наше передвижение по республике, говорю, Абхазии, говорю, чтобы я докладывал им. Правильно делаешь, говорит, не надо докладывать. Со временем все хуже и хуже обстановка накалялась, и потом я вышел к нему с предложением, попросил создать собственную службу охраны. Он говорит: идея хорошая, говорит, будем в Москве, говорит, напомни, говорит. Ну, находясь в Москве, я напомнил, он обратился к Григорию Ивановичу Ревенко, руководителю аппарата президента СССР Горбачева. Он нам дал положение об охране, и мы прибыли с этим положением в Абхазию. Но за этот период я обратился к министру внутренних дел, замом был Александр Ионович Аршба, оказать помощь в охране его до создания собственной службы. В 1991 году я работал в Удовудском РУВД, и в МВД мне вызвал замминистра МВД Аршба. И сказал, что, говорит, мы хотим тебя перевести в охрану Владислава Григорьевича Арзенба, будучи тогда он председателем Верховного Совета Абхазии. В принципе, до меня из МВД первым был прикомандирован из офицеров. Это Мираб Кишмария, сегодня министр обороны. И после Мираба Кишмария был прикомандирован Цугба Вахтанг. Сейчас он генерал, тоже в отставке. И после Цугба я был прикомандирован от МВД из офицеров. А там были, из МВД прикомандированы еще Алмазбек Чач, Анатолий Чапагуа и Руслан Бжанья. При принятии герба флага в Абхазии 23 июля 1992 году, и там тогда было вынесено решение о создании службы безопасности высших органов власти Республики Абхазия. Вместе с гербом и флагом тот же был утвержден вот эту службу, и как начальник службы безопасности назначен меня. Это было 23 июля 1992 год. С этого началось
отсчет о создании службы безопасности высших органов власти Республики Абхазия. Мы утвердили свой гимн, флаг, герб. И что это вообще тогда? Грузинская сторона была в панике, когда над зданием нынешним, где сейчас располагается администрация президента, вывесили флаг Абхазии. Он был раздражителем для всего населения, понимаете? Но наши ребята, абхазская молодежь, все, кто были, они все с гордостью всегда смотрели на этот флаг и старались нам помочь, чтобы его защитить. Уже параллельно до создания я начал формировать. Отделом кадров взял я пограничника, подполковника Тимофеева, и ребят набирал. Это Джон Хутаба, потом Хутаба Гоча, Джопо Тимур, Агарба Рудик Шотаевич, Весик Вирая, Адгур Хварцке. Сейчас я могу многие упустить. Веслан Агарба. И отделение охраны возглавляли здание Верховного Совета Абхазии Совмина Торчу Атар и Руслан Хашка. И вот так мы начали становиться, и уже и война началась. Сегодня совершена агрессия против нашей республики. Без какого-либо повода войска Госсовета при поддержке бронетехники и вертолетов с боями вторглись на территорию суверенной республики Абхазию. Вспоминается один эпизод, когда мы располагались еще в здании Совмина на площади Ленина. Варисав Григорьевич работал, и какое-то предчувствие было. Я 2-3 раза зашел в кабинет, говорю: Варисав Григорьевич, обстановка накаляется, надо уходить, Варисав Григорьевич. Он говорит: Володя, еще полчаса. Я говорю: да нет, надо уходить, Варисав Григорьевич. Он говорит: ну хорошо, послушаю тебя. Ну, собрал вещи, как пойдем? На лифте, но лифт работал, но иногда с перепадами такими. Я говорю: нет, пойдемте пешком. Мы спустились и уехали в Ишеры. И буквально через 20 минут, полчаса в этот кабинет попали 2 Нурса с вертолета. Видно, знали, что он там сидит, находится, и охотились за ним. Царство ему небесное, Гембер подошел ко мне, говорит: слушай, какой-то дагестанец пришел, говорит: Али зовут, говорит, ищи тебя, говорит. Я вышел, стою, бородатый какой-то дагестанец стоит: как зовут? Али. Я говорю: в чем дело? Вот ко мне вышел, говорит, землеустроитель, говорит, Гудаутского райисполкома, говорит, Геленидзе, говорит, Бахтан, по-моему, его звали, Геленидзе. И, говорит, он предлагает, говорит, Гудаутский банк ограбить.
Плюс и схему тоже он мне показал, вот, где сейф стоит, где что находится, и совершить покушение Арзенко. Я говорю, как? Так и так. И я тогда сразу, тогда уже там находился в Гудаута, Гена Берулав исполнял обязанности председателя службы госбезопасности. Я на Геннадия Михайловича вышел, я говорю, такой-то человек обратился ко мне, говорю, и все. Ну, я свел их, и после была проведена операция, разработка, внедрен этот Ли с аппаратами, записывающими диктофонами, была разработана операция. И в день проведения операции ко мне, Берлава приехала главнокомандующему доложить, сказать, что так и так, сегодня будем проводить операцию по задержанию Геленити. Ну, Сааков Григорьевич тоже меня пригласил, но он говорит, если можно, дайте его, вот это его сигнал, чтобы он принимал участие. И мы его задерживали. Ну, доказательство было, звуковые записи, Геленити был задержан, расстрел ему дали. Но, конечно, расстрел не было приведен в исполнение, потому что на главнокомандующего Северного Кавказа вышел какой-то человек для обмена. Потом Геленити был передан грузинской стороной, и мы обменяли наших задержанных туда. И вот так первое покушение было на него предотвращено. В тогдашнее время действительно было тяжело. И с оружием, и со всеми средствами. А все равно наша служба тогдашняя тоже, выполняла любые задачи, которые были поставлены над нами. 3 сентября на переговорах, когда он ездил, там Воронов, там Сган, там наша делегация тоже, президент отеля, там мы остановились. И вот мы прибыли в аэропорт Кубинка, приехал Одикс, Мур такой, я сейчас не знаю, где он находится, Али Капш, Валера Бганба, на ГАЗ-66. Привезли оружие. Сказали, вот на ГАЗ-66 ты должен погрузить. Сааков Григорьевич говорит, как хочешь, действуй по своим каналам. Но КГБ-то СССР уже нет, удостоверения только у меня остался. Действуй как хочешь. Но я обратился к внештатному сотруднику аэропорта Кубинка, пограничнику одному. И я ему объяснил положение, все, что к чему. Он говорит, заходи, завел в кабинет, сейф открывает, вытаскивает с сейфа, Борис Ельцин написано, бутылка водки, ставит. Хочешь вот оружие провести? Я говорю, да. По 200 грамм наливает и мне и себе. Говорит, вот этот выпей, вот тогда я, говорит, помогу. Голодный, вынужден был выпить. Потом, говорит, второй наливает для своего шефа. Говорит. Тоже выпил, но уже глаза бегают так. Вышли вместе с ним, он подошел к машине и сказал, лекарства везут, говорит, наши братья Абхазии, говорит, не надо, говорит, никакого досмотра, говорит, погрузить. И они все погрузили, и я так и пулемет, и это первую партию оружия доставил сюда. %50 сотрудников нашей службы ушли на фронт и воевали на всех фронтах. Воевали доблестно. Многие из них сложили головы, были героями Абхазии. Когда надо было охранять после войны государственную границу, не хватало людей. Наша служба, государственная служба, охраняла государственную границу в районе Саберью, в Кальском районе. К сожалению, там у нас погибли ребята. Это Отар Гоге и Сангуля Хенц. И они попали в засаду, и посмертно им присвоен Герой Абхазии. И после этого Владислав Григорьевич дал команду снять всех ребят, потому что, наверное, знали грузины, что на границе находится
охрана президента. Руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. служба дараӡа еиҿкаауп усҟан иҟаз аҵкыс уажәы иаҳа иҭбаахеит, иаҳа амчра ӷәӷәоуп, иалшо даараӡа ирацәоуп, структурақәа ҽшаны иҟоуп, абра ишыжәбаз еиԥш, ишыжәдыруа еиԥш, аха усҟан ауалафахәы ҳәа акагьы ыҟаӡамызт, усҟан апатриотизм аԥхьа игылан, ҳқәыԥшқәан убри ҳаԥхьа игылан акәын, ҳара уаҳа ҳнеиз даараӡа ҳхы аҩада ишьҭыхны быс акәын ҳхы шаҳаԥхьаӡоз. Абри аслужба даараӡа сара Аԥсны аҳәынҭқарра ургылозар, даараӡа аԥхьатәи аҭыԥ аан иҳмыргылозаргьы, даараӡа аҭыԥ ӷәӷәа ааннакылоит ҳәа сгәы иаанагоит. Иахьа аслужба даараӡа аҽарҭбааит, аԥхьа исҳәан еиԥш, ФСО ҳара ҳколлегацәа Урыстәылеи ҳареи аимадара бзиа ҳамоуп, ҳнапы ақәшаҳаҭра ҳнапы аҵаҳаҩит аҩны зегьы аабашықәса рзы, убри азы убри инадҳәалан даараӡа иҳацхраауеит. Аҷкәынцәа уахь иҳашьҭуеит, ҳаспециалистцәа повышение квалификациа ҳәа зышьҭоу убра иахысуеит, даараӡа еиҳараку ахәшьаны убыс иаҳзаарышьҭит, ҵыԥх иҳашьҭхьан, сынтәагь ҳгәы иҭоуп. Нас ҵара иҭаларц зҭаху академиа ыҟоуп, ФСО, иара абри ҳаслужба иадҳәало, урҭгьы рааӡара азыҳәан абра нас аҿар реидкылара ҳаҿуп, рааӡара ҳаҿуп. Иахьа са сахьаау аҭыԥ аан уи ҳәарада нас ара ихадоу аҭыԥуп, аха уаанӡа сара ҩажәа шықәса, ҩҩба шықәса насхыҵуаз ауп абри аструктура аҟны аусура саналага. Уи аибашьра ҟалаанӡатәи хҭысуп, ҳәарада даараӡа аамҭа рацәаны ицахьеит, аха уахәаԥшуазар акагьы мцацызшәа убот. Аҷкәынцәа иҭахаз рацәаҩуп аибашьраҿы, ус аслужба аниҭахаз зхақәызҵаз рацәаҩуп. Убарҭ рганахьынтәи рыжәла рыхьӡ сҳәар сҭахуп. Прапорщик Юрай Беслан, Герой Абхазии. Сержант Агар Барудик, Герой Абхазии. Лейтенант Куйквискири Геннадий, Герой Абхазии. Младший лейтенант Хвацкий Артур, Орден Леона. Рядовой Гумба Игорь, Орден Леона.
Полковник Гойги Отар, герой Абхазии. Старший лейтенант Сангуле Дмитрий, герой Абхазии. Лейтенант Пандари Тингиз за отвагу. И старший лейтенант Сугба Ремзи, орден Леона. За те 25 лет, что служба, как бы она ни называлась, служба безопасности ГСО, СОГВ, ни одно охраняемое лицо у нас не пострадало. Это тоже какой-то есть плюс, есть какой-то фактор того, что сотрудники справляются со своими поставленными задачами. Всех сотрудников службы охраны с наступающим этим праздником хочу поздравить, пожелать успехов в работе, в личной жизни, всего самого прекрасного, наилучшего. Ну, хочу поздравить всех сотрудников Государственной службы охраны, пожелать им крепкого здоровья, больших успехов в нелегкой их работе, и чтобы всегда только было мирное небо над ними. В такой праздничный юбилейный день мне хотелось бы от всей души поздравить всех сотрудников, и ветеранов, и среднее поколение, и подрастающее молодое поколение с таким знаменательным днем, 25-летием службы ГСО. Пожелать всем здоровья, благополучия, больших профессиональных успехов и всего доброго. Сарагукала, псыкала и радостного это сбанакзыр абри служба Сергей Сацанакман Аусизвейт. Айбаша аштахи разник абри служба Чинаусу халагит харатукман тиас ачкунча ускам хюк хаан. Сарасуда Кавказ атрышпаха теждорот зиги ехе абюге Аусивойт лесор хаслужба Чина. Уя мыштах Таркил Эрдал Туркман диаз ачкун айбашин сози аз ачкун чурапар. Мухаррем атрышпа Хазыга дараза ихада усакун абрауси хаху. Избана гузер ахункара хябы хайцын убри аштах абри хаслужба аттун хункары шу орипш харги хамоб ари дараза хункара за яс харавит хасубияна гуд абри хаслужба. Сара союзча зиги абри служба чинаусизво гукала псыкала и рудусный халрыстахуп абри хати ямш.
Прошло 25 лет со дня появления этой структуры, которая сыграла немаловажную роль вообще во всех наших процессах. Она зарождалась практически еще до начала войны. Рядом с Владиславом Григорьевичем были люди, которые обеспечивали по тем временам, как это было возможно, его безопасность. Это были Жулев Володя, Ганба Виталий, в последующем Кочубей, Чкок, Гембер Арцемба и многие другие ребята, которые стали рядом с Владиславом Григорьевичем, обеспечивая его безопасность, а вопросы безопасности первого лица, особенно на тот период, были очень важны. Многие ребята, которые были, помимо тех, кого я назвал, с руководителем государства, ушли на войну. Ушли и не вернулись. Многие были ранены. И в последующем, уже после окончания войны, значительное количество ребят принимало активнейшее участие в тех процессах, которые были связаны с обеспечением безопасности не только первого лица и первых вообще лиц, но и с вопросами безопасности государства. Они принимали активное участие в вопросах и обеспечения порядка в Гальском районе, обеспечения границы в этом же районе, создание условий для наведения соответствующего порядка внутри страны после тяжелого времени, военного времени. И многие ребята и отдали жизни и после войны тоже. Сегодня можно отметить, что служба состоялась. У нее хорошие контакты со своими коллегами из России. Идет процесс соответствующего обеспечения и техническими возможностями. Идет обмен знаниями, которые необходимы для того, чтобы качественно выполнять свои задачи. Но в преддверии, как говорится, праздника хотелось бы пожелать ребятам, всем, кто служит в данной структуре, добра, мира. Ну и, конечно, чтобы возвращались все домой целыми, невредимыми. Ронять! Смирно! Ронина в середину! Товарищ полковник, личный состав по случаю празднует 25-летие образования Государственной службы охраны построен. Полковник Измайлов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 25-летием создания Государственной службы охраны Республики Абхазия.